Почему театр? У них нет знака отличия ЮНЕСКО, и объект как всемирный не охраняется. Это обычная школа в спальном районе Казани. Те же уроки и домашние задания. Но в отличие от своих сверстников, эти школьники отмечают все праздники ЮНЕСКО, знают устав ООН и имеют шанс поехать в штаб-квартиру в Париж. У нас были видеоконференции с Казахстаном. Мои одноклассники ездили в разные города на конференции, участвовали там. Я участвовала в конференции в Астрахани, в Саратове и в Москву ездила также. Это одна из 13 ассоциированных школ ЮНЕСКО в республике. Кроме Казани, они есть в Волтасях, Мамадыше и Зеленодольске. Сегодня они делятся опытом со всем миром. Мы встречаем делегации, например, вот Саха-Якутия к нам приезжают. Дети очень хорошо общаются, узнают друг друга, узнают культуру друг друга, знакомятся с историей, с бытом. Как прогулять школу, чтобы это прокатило на 100%? Прямо сейчас 5 пунктов. И еще тысячи не самых полезных советов для ребенка. Учитель больше не единственный источник информации у школьника. Как правильно использовать современные технологии в образовании и правильно понимать многообразие культуры. Ответы на эти и другие вопросы сейчас ищут эксперты из 30 стран мира в Казани. Мы предлагаем использовать наш опыт синхронизации школьных классов, когда, например, преподаватель из Шанхая дает материал своим ученикам, и в то же время по интернету его получают школьники из Санкт-Петербурга. И таких по-своему уникальных практик сегодня на международной конференции десятки. Каждая страна предлагает свою. Для нас это правильное место встречи, потому что в России после Японии и Бразилии самая большая сеть национальных ассоциированных школ в мире. И скоро их станет еще больше. Сейчас 6 школ республики стоят в очереди на прием в международную сеть ЮНЕСКО. Для этого за ними смотрят как минимум 2 года, а учителя проходят специальный курс обучения. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.